Здравствуйте, уважаемые. Это не мой. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Сегодня я хотела бы рассказать о том, что вот сегодня до этого все рассказывали про образование для детей, но я хотела бы поделиться нашим опытом в рамках образования взрослых, причем неформального образования для взрослых. При центре Сборкона у нас существует Центр гражданского образования и избирательных технологий. Он был открыт в 2021 году как некоммерческая организация, форма учреждения. И вот в 2022 году, мы уже в прошлом году запустили проект в Центре гражданского и цифрового образования в регионах. Это был проект, сделанный совместно с Министерством культуры, Министерством цифрового образования и ЦИК. И причем, как мы тоже до этого сказали, данный проект был сделан так, чтобы не было потрачено никаких бюджетных денег, это была именно консолидация всех ресурсов, имеющихся потенциала. Когда мы говорили об образовании в целом, почему мы затронули это гражданское образование и ЦИК в целом, наша конечная цель это было формирование ответственного и осознанного гражданина, который будет заботиться о своей стране, о своей семье, и который думает о развитии страны, и в том числе, который должен это решать через свои права и обязанности, знание своих прав и обязанностей, и механизмы, как его реализовать. И выборы являются одной частью из этих проблем. Да? Поэтому, когда мы говорили, что у нас в последние годы очень идет низкая явка на выборы, тем самым мы нивелируем наши те самые права. И когда наш вопрос стал, мы стали задумываться о гражданском образовании. И вот когда мы объединили данный проект, мы по всей стране открыли 74 центра, которые охват ведется во всех регионах. Эти центры организованы на базе библиотек, молодежных центров, которые находятся в ведении Минкультуры, а также других помещений, которые нам предоставили органы местного самоуправления. У нас в ЦИКе находились более 2000 ноутбуков, которые мы ранее задействовали в рамках выборов и идентификации. То есть они в межвыборный период лежали на складах, мы решили их использовать. И мы раздали эти все ноутбуки в эти библиотеки в зависимости от потенциала к помещению, это от 10 до 30 ноутбуков в каждом центре находится. И можно следующий? Вот у нас основная цель была то, чтобы мы могли бы формировать осознанного формирование развития гражданской компетенции, активности, повышение правовой культуры. И второе – это повышение цифровой грамотности. Почему повышение цифровой грамотности стало компонентом нашего образования для взрослых? Потому что, как вы знаете, избирательный процесс он является очень технологичным. Он использует новейшие технологии. И многие люди не понимают, на самом деле, как мы используем, да, вот, например, многие не доверяют, думают, что это как-то можно делать какие-то манипуляции или фальсификации. Тем самым у нас, когда мы говорим о цифровизации в стране, цифровизация в рамках государственных органов и принятых нормативно-правовых актах, она продвинулась вперед, но вместе с тем уровень цифровизации среди населения, он очень мал. Многие люди практически не пользуются цифровыми сервисами. И когда мы этот вопрос подняли, этот вопрос стал одним из компонентов. И в рамках наших центров мы проводим в 3 направлениях. Это гражданское образование, цифровое образование, и мы используем наши центры как коммуникационные площадки в целом. Целевые группы наши, мы в соответствии с конституционным законом, наша целевая группа – это все слои населения, независимо от возраста и социального статуса. Поэтому мы ориентированы и на молодежь, на женщин, на мигрантов, на религиозные общины, на государственных служащих, также на представителей бизнеса, лиц с инвалидностью, а также людей старшего возраста. Гражданское образование у нас продвигается в следующих компонентах гражданского образования. Это у нас, во-первых, это гражданин государства и выборы, демократия и права человека, а также у нас идет одной из составляющих это экологическое образование для устойчивого развития, это линия поведения. То есть каждый человек должен заботиться о благоприятной экологической устойчивой среде вокруг себя.
Более того, у нас есть компонент как поддержка женского лидерства. Это потому что у нас, как вы знаете, в выборном процессе женские квоты имеют очень важное значение. Соответственно, мы должны активизировать всех женщин, принимать участие как в рамках реализации активного, так и пассивного права. Основной упор мы делаем на молодежь, и у нас в рамках этого идет школа молодого гражданина, которая просвещает, получает знания о своих основных правах и обязанностях, а также как они могут это реализовать в реалии. Следующий нужно. В рамках цифрового образования у нас проводятся, как вы знаете, это основные курсы, это компьютерные навыки, основные, базовые, как пользоваться компьютером и так далее. Более того, мы в наших курсах распространяем такие курсы, как IT, как профессия. Здесь мы задействуем уже потенциал наших партнеров, которые используют наши центры как площадки, и мы даем инфраструктуру. То есть у нас есть ноутбуки, но наши партнеры приходят и дают свой контент, то есть они обучают наших взрослых и детей. Также в рамках нашего сотрудничества с финансовыми организациями проводятся курсы по финансовой грамотности, а также у нас есть соглашение с Минцифрой, где мы популяризируем, вернее, обучаем население, как пользоваться порталом государственных услуг Тюндрю и как получать электронные цифровые подписи. Наши сотрудники на местах уже получили все авторизацию, что они могут выдавать электронные цифровые подписи, и буквально за этот год мы выдали более 105 тысяч цифровых подписей на местах через наши центры. Более того, у нас есть в рамках этого мотивационные встречи с цифровыми лидерами. Это очень активно используется среди молодежи, поскольку молодежь сейчас стала больше использовать IT-технологии. Они заинтересованы, но они не могут найти информацию, где и как можно получить эти образования. Поэтому у нас в рамках нашего образования мы проводим мотивационные встречи с известными цифровыми лидерами. Ну, как коммуникационную площадку, как вы видите, мы используем это, мы делимся лучшими практиками у нас на базе наших, например, в рамках повышения женского лидерства у нас во всех центрах существуют клубы женщин, депутатов местных кенеши, то есть они через онлайн-курсы, вернее, через наши центры, они онлайн могут общаться друг с другом со всего региона, то есть таласские женщины могут обмениваться опытом Сожской области и так далее, то есть у них вот такая коммуникация растет. Экспертная площадка, где у нас собираются эксперты, и это основное, это коммуникационная площадка для обмена опытом. Одно из направлений наших работ, это мы, как всегда, мы работаем в рамках концепции «Прилус-Джараны», где мы говорим, что осознанный гражданин – это человек, который знает свои права и обязанности, он соблюдает законы, уважает мнение других, и тем самым он активно участвует в общественно-политической жизни местного сообщества, так и государства, и понимает свою роль в данном государстве, свои права и обязанности, и тем самым он берет полноценную ответственность, и в конце мы получаем активного, ответственного, осознанного гражданина. На данный момент мы работаем в рамках цифровых партнеров. У нас проекты «Школа молодого гражданина», это клуб женщин-депутатов местного кенеша. Мы сейчас еще реализуем проект «Акалай» вместе с Технолумом, где мы во всех центрах по всей республике для женщин и девушек старше 18 лет проводится курс цифровых навыков, которые в последующем они трансформируются в более углубленные курсы IT, и для более активных они получат трудоустройство. Также у нас в рамках мы используем STEM компонент тоже, работаем непосредственно с STEM for All. У нас на подходе один из проектов, один из таких, скажем, прогрессивных, мы хотим использовать цифровые навыки в решении экологических проблем местного сообщества. Мы хотим это реализовать с фондом ТКИ. Потом у нас есть фонд Лонгону, мы работаем, здесь этот фонд попросил нашего содействия в том, что он хочет обучать тоже компьютерным навыкам именно старшеклассников с 8 по 11 класса на местах в регионах, которые очень сильно заинтересованы, но не имеют технической поддержки. Поэтому на базе наших центров они обучаются тоже основным компьютерным навыкам, которые тоже трансформируются в IT-профессию в будущем, и они потом получают трудоустройство. На базе этого все. Спасибо. Но если вы посмотрите последние наши фотографии,
наши, как бы сказать, воспоминания, которые мы проводим на базе наших центров, они все оборудованы такими ноутбуками, они имеют полностью интернет-связь Zoom, то есть централизованная, отсюда можно с центра вещать, и они могут получать все семинары онлайн. Но на местах наши сотрудники, они имеют такой опыт, как в рамках цифровых навыков, они фасилитируют. И они проходят тоже TOT от наших разных партнеров, которые их обучают, и они могут тоже выступать в качестве тренеров. Спасибо большое. Да, на самом деле это очень многофункциональные центры. Будучи в регионах, в МСУ, мы очень активно пользуемся этими центрами, и действительно это тоже один из прорывов и лучших практик.